Мы работаем в прямом эфире. Звоните по телефону 46 90 60 и задавайте вопросы нашему гостю. У нас в студии заместитель председателя правительства республики, министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев. Анатолий Пантелеймонович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Я предлагаю начать нашу сегодняшнюю программу не совсем обычно для личного приема. Накануне по вашей инициативе в Сыктывкаре напротив Минсельхоза открыли памятник корове-кормилице. Очень симпатичный получился арт-объект, об этом даже написали телезрители в группе Юргана ВКонтакте. Поэтому первые вопросы по молочному животноводству. Вот сейчас республика обеспечивает себя молоком примерно на 24-25%. Ставим ли мы задачу выйти на 100% или нам это совершенно ни к чему? Я полагаю, мы будем ставить задачу амбициозную. Мы много потеряли в свое время, потеряли большое поголовье коров. Коми имела 90-е годы, в начале 90-х годов, 75 тысяч голов дойного стада. На сегодня мы имеем 15 тысяч всего. Конечно, достигать будет нелегко, но будем двигаться вперед. Есть проекты разные, есть большие, малые, даже мегафермы у нас в проекте. Ну, будем работать над этим обязательно. Вы знаете, почему я еще задала этот вопрос? Потому что вот совсем недавно, 12 мая, у нас в эфире была программа «Касается каждого» ток-шоу, и как раз речь шла об аграриях. Так вот, директор Сыктывкарского молзавода Евгений Подахадов сказал, что вот Сыктывкар в сутки потребляет 120 тонн молока примерно. Их завод способен перерабатывать 150, то есть даже больше, чем потребляет Сыктывкар. Но перерабатывает 50, потому что действительно молока нет, а работать они готовы. Хорошо, отвечая на ваш вопрос, мы планируем большой проект реализовать в Прилузе, это Южное. На сегодня мы завершили первый этап, закончили строительство коровника на 408 голов. Мы будем туда набирать, покупать коров, заполнять этот коровник. В итоге мы планируем растягивать не на 2 года еще, 2 этапа, да, в этом году мы завершим, сделаем еще 2 этапа, получается у нас 408 голов дополнительно, комплекс, еще 240 голов для содержания родильного отделения. Поэтому у нас в планах в итоге обеспечит молозавод молоком. Южное будет доставлять свое молоко на наш Сыктывкарский молочный завод, мы уже более-менее закроем потребности нашего молочного завода. У нас есть звонок в эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Я Беляева Ольга Модестовна, деревня Сёйты. Еще раз скажите, деревня какая? Деревня Сёйты. Ваш вопрос. Вот сельское хозяйство в России держалось, процветало и кормило всю Россию крепкими единоличниками, а их уничтожили как класс. Государство в вашем лице думает помочь этим единоличным крестьянам, которые еще держат скот и кормят только своих родственников и соседей. Дотации, реализации, транспорт, дороги, все отсутствует. Объединяться в фермерские хозяйства как? Нет юристов, нет бухгалтеров. У нас даже нет связи с большой землей. Малые деревни, невыездные, река, паром, теплоход. Вопрос, в принципе, понятен. То есть, как помочь аграриям, мелким хозяйствам, которые находятся далеко в глубинке? Ну, вопрос такой глобальный, и дорога, и все, тут все взаимосвязано. Будете помогать? Мы будем помогать, но у нас как бы немножко другие приоритеты, другое направление. То есть не личные подсобные хозяйства мы поддерживаем? Дайте я договорю до конца. Есть понятие товарности молока. В советское время я долго работал в хозяйстве. Вот за товарность молока увольняли председателя колхоза, если товарность выпускалась ниже 90%. И в этой части я скажу среднюю статистику по России. Это средняя статистика данных, да, товарность молока в личном подворье составляет всего 20%. Товарность молока фермерских хозяйств 60%. А товарность молока крупных предприятий составляет 95 и более процентов. И в этой части мы должны думать, где мы можем накормить народ, чем мы можем накормить народ. То есть, я правильно поняла, мы в основном поддерживаем крупных, потом поддерживаем фермеров, а личных мы не поддерживаем? Нет, мы и крупных, и фермеров, у всех своя поддержка. Личные подворья тоже получают поддержку государственную. Мы субсидируем на покупку коров 70%. Мы субсидируем на покупку телят
В итоге это существенная поддержка, и далее мы субсидируем на производство молока. 6 рублей средне выделяем на литр молока. 6 рублей? 6 рублей а частникам. Вот аграрии пишут 3 рубля. А 3 рубля это получается для закупщиков на перевозку этого молока. Ну, говорят, очень мало. Ну что такое 3 рубля? Вот фермеры обратили на это внимание, что лучше кормить телят и скотину, чем сдавать 3 рубля вы имеете в виду субсидии. субсидии? Да. Но у них получается в итоге 10 рублей субсидии у закупщиков. 3 рубля мы выделяем на транспорт и 6 рублей выделяем на закупку молока. Это все отражается в общей сумме. Если они там покупают за 10 рублей средние, мы смотрели, да, в итоге получается за 20 рублей отдают. Анатолий Пантелеймонович, вот продолжает молочную тему. Есть у нас такой дальний район Усть-Цилимский. Там есть такой райцентр, село Усть-Цилима, 4000 жителей. Так вот сейчас там распутится, и у них на прилавках нет вообще местной молочки. Почему? Потому что вся она в заречных селах. Что лежит на прилавке? Киров, Москва, и вы не представляете, калининградское молоко за 78 рублей, срок его годности 6 месяцев. Ну, во-первых, это уже не живой, конечно, продукт, но и очень дорогой. И вот целое послание пришло из Усть-Цилимского района, я его процитирую. В начале 2000-х годов была проведена реконструкция молочного завода в селе Усть-Цилима. Вложили до 20 миллионов рублей государственных средств. Потом завод закрыли, потому что катастрофически не хватало сырья, молока. А почему его не хватало? Потому что закрыли крупный совхоз Усть-Цилимский. Вопрос, будет ли восстановлен завод и кто будет отвечать за потраченные государственные деньги? Ну, завод, во-первых, он в рабочем состоянии. Я посещал, видел этот завод. Находится на балансе муниципалитета, отвечает за данный молочный завод. На сегодня нет смысла запускать этот завод, потому что нет объема молока в Усть-Цилиме. И мы рассмотрим другой вариант. Есть фермер на данной территории. Вы имеете в виду в райцентре? Нет, Хабариха рядом, недалеко. Он намерен купить автомобиль для перевозки молока у себя на переработку. А таких молочных заводов в целом в Усть-Цилимском районе у нас 6 имеется. То есть молоко будет в Хабарихе перерабатываться? Да, будет поголовье, будет работать молочный завод. Он мне докладывает, что он в целости и сохранности. А вот нам написали, что потихоньку все растаскивается оборудование с этого завода, и вот люди беспокоятся. Все-таки такие деньги вложены, и все это простаивает. Ну, для того, чтобы перерабатывать молока, запускать молочный завод, понятно, нужно молоко. Нет объемов. Объемы будут, завод будет запущен. Но запущен. зачем-то же его тогда реконструировали? Ну, давайте Другой не будем вопрос. в историю уходить. Я не могу комментировать, что было 5 лет тому назад. Вот смотрите, вопрос еще один из Усть-Цилимского района. В межсезонье требуется досрочный завоз продуктов питания, в частности, хлебопекам нужно завести запасы муки и ингредиентов на 3-4 месяца вперед. Собственных денег не хватает. Предусмотрено ли льготное кредитование в 5% для досрочного завоза и создания запаса муки и ингредиентов предпринимателям-хлебопекам? Куда обратиться? Ради бога, обращайтесь в банки, Россельхозбанк и Под 5%? Сбербанк. А? Под 5% они готовы будут субсидировать? Потому что выше сказали, они не вытянут кредита. Нет, во-первых, мы выделяем определенную субсидию из бюджета на завоз продуктов. У нас заложена сумма в пределах 18 миллионов рублей по республике. Надо воспользоваться этим, во-первых, моментом. Да? Мы распределяем в зависимости от километража, от сложности дороги на литр ГСМ, потраченного бензина. И эта форма тоже она присутствует в республике. Надо смотреть, надо обращаться, мы будем взвешивать и принимать решения. Вот смотрите, у нас очень много вопросов поступило как раз по льготному кредитованию. Я прям процитирую. Вот Книжпогосский район, фермеры пишут. Цитирую. «Практически невозможно сельхозпроизводителям получить кредиты в Сбербанке и в дополнительном офисе Россельхозбанка в Емве. Ведете ли вы, министерство, переговоры с этими банками, чтобы они активнее сотрудничали с аграриями? Какие приняты решения?» Не то, что не ведем, а скажем, мы каждую неделю встречаемся, ругаемся, мучаемся, и сами мучаемся, и их мучаем тоже. А что в итоге-то? Но в итоге есть и положительные движения. Мы заявились на Москву в пределах 200 миллионов рублей на такую сумму кредита. Кто-то получил уже кредит, кто-то должен к 20 числу получить. Конечно, процесс медленно затянулся. В прошлом году быстрее мы работали, саму форму поменяли, форму субсидирования забрали на уровень Москвы, и эта канитель, она в целом не только у нас, по всей России. Конечно, надо работать пооперативно, нашему банку, я скажу,
Нашим банкам, не только профильным, но и другим я банкам. скажу по Россельхозбанку. Сбербанк более шустрее, быстрее работает, чем Россельхозбанк в этой части. Хочу заметить. Хотя вроде бы профильный банк. Ну, да, согласен. Вот смотрите, из Прилузья. Аграрии нашего района фактически лишены возможности воспользоваться субсидированными кредитами. В 2015 году закрыли доп-офис Россельхозбанка в Обьячево. В республике работает всего 4 доп-офиса этого банка, в то же время в Кировской области 31. Почему? Ну, скажу, будем плохо работать, вот не будет портфеля кредитного, закроют и филиал. Я обращался и на уровень Патрушева, председателя правления Россельхозбанка России. Он ставит именно вот так. Мы должны быстрее работать. Там филиал... Мы это кто? Аграрии? Не аграрии. А кто? Ну, Министерство? представители Россельхозбанка. А. В том числе где-то, может, и аграрии не дорабатывают по подготовке документов. Тут все взаимосвязано, и не хочу только одну сторону винить. Хотя проблем много документов, перечень очень большой. Мы говорим об этом и Сельхоза России. Уменьшите перечень. Шумит вся Россия, не только мы в этой части. Ну, какой-то свет-то есть в конце тоннеля этого? Ну, Когда станет проще? Надеемся, сократят вот этот пакет бумаг, который надо готовить, там, вплоть до размера сапог уже руководители требуют. Сысольский район. Можно ли снизить процент собственных... Я договорю, по Прилузии, раз там нету Россельхозбанка, Обьячева, да, там работает Сбербанк. Надо обращаться туда, это тоже наш же профильно тем же занимается, поэтому можно смело работать со Сбербанком. Давайте я продолжу. Сысольский район. Можно ли снизить процент собственных средств для участия в грантовой поддержке начинающий фермер, так как банки отказываются предоставлять кредит, если крестьянско-фермерское хозяйство зарегистрировано менее 1 года? Но вы знаете, что любой стартап ни один банк не берет. Ну, понятно. Ну, куда ниже? Ниже 10%. Мы 90% даем за счет бюджета. Куда ниже? Еще ниже, да? Ниже не будет. Ниже не будет, однозначно не будет. Потому что уже человек потеряет вообще цену этим деньгам. Это бюджетные деньги. Надо ощущать, что мы даем, да? Надо своих туда вкладывать тоже, чтобы чувствовать ответственность, меру ответственности. Поэтому ниже не будет, однозначно. На автоответчик редакции оставила свой вопрос Наталья Шарапова из Кайгородка. Предлагаю послушать. Меня зовут Наталья Васильевна, я с Кайгородского района. И у меня к вам вот такой вопрос. Почему отсутствует механизм субсидирования на пчеловодство по программе развития сельского хозяйства? Ну, во-первых, никогда не было субсидирования на пчеловодство. Не характерно вот для нашего региона, хотя я сам большой любитель пчеловодства. Я знаю, очень ароматный мед получается у нас в республике, северный мед. Но, тем не менее, есть другие формы. Надо воспользоваться грантами. Грантами какими? Для фермеров? Для фермеров, начинающие фермеры, семейные фермы. По этой схеме были случаи, получали пчеловоды гранты и строили себе нужные объекты. Вот смотрите, из разных районов республики пришел один и тот же вопрос. Почему так много сенокосных лугов, пашин зарастает кустарником, борщевиком? Никто не занимается их вырубкой. Вот мы сейчас видим эти кадры борщевика. Неужели всем все равно? Почему бездействует Минсельхоз? Хорошо, отвечу. Я уже говорил о том, что в свое время было 75 тысяч коров в республике. Ну, понятно, они осталось ели 15. тот борщевик. Пока мы не увеличим поголовье коров, эти луга никому не нужны. Кто их будет косить? Надо начинать животноводство. Животноводство, если пойдет, каждый квадратный метр земли у нас будет цениться. Пока этого нет. Надо наращивать поголовье коров. То есть пока мы бороться не будем, пока не будет у нас... Это не борьба. Смысл вот сейчас... Смысла борьбы тогда нет. Смысла нет пока. Надо, чтобы земля работала, давала отдачу. Сегодня вырубили кустарник, завтра опять вырастут. Просто вот у Стелемы даже говорят, какие у них прекрасные заливные луга. И вот все это теперь зарастает. И чтобы потом это восстановить, это же время надо будет. Ну вы что предлагаете? Вот вы что предлагаете сами? Я сама на даче борюсь с борщевиком безрезультатно, и мне очень за это стыдно. Я еще раз говорю, надо увеличить поголовье, чтобы они были востребованы. Они на сегодня не востребованы нашими сельхозпредприятиями. Достаточно тех земель, которые мы обрабатываем для этого поголовья. Будет поголовье, будем мы увеличивать, вводить в оборот эти сельхозугодия наши. Вот поступило у нас несколько вопросов в личный прием, которые не требуют развернутых ответов, требуют лаконичного ответа. Предлагаю небольшой блиц. Слусь Кулум. Будет ли финансироваться в этом году начало строительства телятника в деревне Кекур, сельского поселения Пожик? Не могу ответить, потому что пока мы не видели документы, будет конкурс. Пусть объявляется на конкурс, мы будем отбирать проекты, потом скажу. Удара.
При приобретении теленка в личное подсобное хозяйство у сельхозпредприятий есть ли господдержка? Я уже об этом говорил, мы сохранили господдержку на покупку коров, не более 2 коров, 70% будем субсидировать, и на покупку телят. Именно личникам. Личникам, личным подсобным хозяйствам. Княж-Погосский район. Будет ли возвращена в программу господдержки статья техперевооружения? Она возвращена на сегодня. 20 апреля прошла сессия Госсовета. Мы эту статью заново открыли, мы вложили туда деньги, 33 миллиона. Она была нулевой в прошлом году. Вот эта статья сейчас заработала. Мы будем сейчас набирать опять... То есть нужно вовремя подать заявки. Конечно, сейчас, подавать очень быстро. заявки, и мы будем взвешивать и будем определять, кому что, какие суммы уделять. А будут ли строиться фермы в Усинском районе? Однозначно скажу «да», потому что я посещал, это очень интересный район, есть аксакалы пока аграрии, там Рочев Евгений Алексеевич, пока он жив-здоров, мы присмотрели ферму именно в мутном материке, ферма никакая, на сегодня она может развалиться, и мы приняли решение построить новую. То есть снести и построить Построить заново. новую, увеличить поголовье на этой площадке. Есть специалисты, есть желающие работать. И село само живет, очень хорошо живет, там строится садик на 90 мест, там школа двухэтажная, поэтому я с большим удовольствием буду работать. И я сам же оставил задание, чтобы подготовили проектно-сметную документацию, выставляли на конкурс. Мы будем помогать обязательно. Построят ли ферму в Жешерте? Видите, сколько вопросов по фермам? В Жешерте мы ведем работу. Это тоже у нас в приоритете, работаем инвестором. Но это не в этом году уже. Ну, возможно, начнем и в этом году. Сейчас мы занимаемся землей, уже укомплектовали участки, поставили на кадастровый учет. Будем принимать решение правительства о том, чтобы признать приоритетом данный проект. И тогда мы землю можем отдать в аренду без конкурса. Мы сейчас ведем вот эту работу. Конечно, детально изучает инвестора и почву, и что нужно вложить, чтобы восстановить все сельхозугодия. Настолько он конкретный оказался у нас. То есть, возможно, это будет этот год, а возможно и нет. Начало а так в работе все. В грантовой поддержке фермеров предусмотрены ли средства на приобретение трактора? Мы уже говорили об этом, мы открываем статью техперевооружения. Именно там будет заложена тракторная техника, сельхозмашины, культиваторы, плуги, косилки, пресс-подборщики и так далее. Но кроме этого еще мы можем помочь по другой программе, по программе «Начинающий фермер». Уже заявились, у нас где-то 12 человек, из 12 5 просят технику. Мы будем помогать обязательно. Сысольский район. Будет ли включено в программу поддержки для крестьянско-фермерских хозяйств приобретение плавсредства, если затруднена доставка молока в весенне-осенний период для территории, где снимают мосты? Ну, скажу однозначно нет. Мы не будем открывать дополнительное субсидирование, выделять деньги на плавсредства. Я проанализировал ситуацию. Ну, фактически эта лодка будет использоваться в течение месяца, пока идет большая вода. То есть вы считаете нерационально? Это нерационально абсолютно. Это неправильно будет. То есть трактор рационально, а лодка уже не совсем? Нет, это месяц будет использоваться лодка по назначению, а потом как будет использовать эту лодку, да, я считаю, это неправильно. Это программа «Детали дня. Личный прием». Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 46 90 60. Вот есть вопрос, который поступил на автоответчик редакции от фермера из Сосногорска. Давайте его послушаем. Добрый вечер. Меня зовут Павел Комаров. Фермерское хозяйство Ухта-Перепел. Вот. Хотел бы задать такой вопрос. Сейчас открывается пункт сбора, хотят открыть пункт сбора фермерской продукции в Сыктывкаре. Куда и как это будет происходить? Куда продукция будет поставляться? Как это вообще будет происходить? Итак, что это будет за такой центр? Ну, мы открыли ряд магазинов маты. 5 магазинов на сегодня у нас в наличии есть, и мы вот сейчас изучаем более глубоко уже и идем к тому, что надо создавать некий центр, чтобы централизовать там продукты, чтобы они не одного дня были. У нас, допустим, разово привезли, оставили, закончилось, полки остаются пустыми. Но это вы про Сыктывкар говорите, да? Например, может, Сосногорскую не нужно везти в Сыктывкар? Может, не так далеко. Мы не можем везде создавать такие пункты, пока вот у нас практика, именно хотим посмотреть на примере Сыктывкара. Получится, то есть сосногорским фермерам тоже нужно звонить в Сыктывкар, в эту региональную сеть? Да, пока у нас одна сеть, пока другого нету. Скажите, а вот с федеральными торговыми сетями вы вроде бы столько общаетесь.
смотрим, ну, мало наших товаров. Понятно, что нет упаковки, нет объемов. Но все-таки, ну, например, картофель, да? Мы же на 100% себя картофелем обеспечиваем. Но я, например, не всегда вижу наш картофель в федеральных торговых сетях. Ну, бьемся мы над этим, работаем. И что? Что-то Говорят. увеличили мы, да, но не все получается. Мы намеренно пригласили сюда именно самих руководителей и «Пятерки», и «Магнита» на беседу. Мы работаем на уровне вот кажется, вы каждый месяц региональных с ними уже руководителей. работаете. Они не могут решить такие вещи. А вы прямо хотите федеральных руководителей? Да, федеральных руководителей. Мы уже туда направили письма приглашения, ждем от них ответа. Если они сюда придут, конечно, мы проведем работу на уровне первого зама правительства республики и, возможно, даже на уровне главы республики. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Антон. Мы вас слушаем, Антон. Подскажите, пожалуйста, почему с такой легкостью земли сельхозназначения в черте города Сыктывкара переводятся в земли населенных пунктов, и на них образуются какие-то колышки и ставятся дома, коттеджи? В принципе, вопрос понятен. Ну, не полностью как бы касается нас, но я скажу, по крайней мере, при мне, вот я работаю более года, ни одного участка мы не переводили по Сыктывкару, ни одного участка. Из сельхозземель. Из сельхозземель. Даже под землю для льготников, для многодетных семей вы не переводили? Не переводили при мне, не было этого случая. Поэтому не могу ответить, надо посмотреть, где эти участки, кто там забивает колышки, возможно, под огородицу они раздают, я не могу сказать, надо уже более конкретно посмотреть, кто там. Вы знаете, еще есть вопрос от другого фермера из Сосногорска. Собираюсь закрыть свою свиноферму, так как земельный участок, где она находится, идет под строительство тепличного комплекса в Сосногорске. Планирую заняться производством мяса говядины, открыть ферму, приобрести коров мясную породу. Какую помощь может оказать министерство? Я, во-первых, хочу поблагодарить его за понимание, он пошел навстречу, и он отдает как бы... Прямо и землю, и постройки отдает? И постройки отдает, и земли отдает, ну, конечно, выкупают у него инвесторы наши, да. И с большим удовольствием я лично буду помогать, мы будем субсидировать 70 рублей на килограмм живого веса. Если он захочет ферму где-то поставить, построить, поможем обязательно, вмешаемся. Я лично буду контролировать это движение, и я думаю, что у нас получится. А так я ему благодарен, вот на эту камеру говорю, очень уважительно, достойно себя повел, поэтому мы с ним будем работать. Вот у нас есть вопрос, который очень-очень часто звучит в нашем эфире. Речь пойдет о ярмарке выходного дня в Сыктывкаре. Вот столько времени идет, и все равно нам эти вопросы задают и сыктывкарцы, и аграрии. Фермера. Этот вопрос поступил на автоответчик редакции. Давайте послушаем. Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Сыктывкара, и у меня такой вопрос. Городская ярмарка выходного дня перенесена с центра города, не пользуется спросом ни у населения, ни у предпринимателей. Можете ли вы рассмотреть вопрос о возобновлении торговли на прежнем месте с учетом европейских городов? С учетом европейских городов. Ну да, тема, она пока до конца у нас не разрешена, проблема остается. В свое время были они по часами. Очень много нарушений в этом увидел и наше ГИБДД, было много предписаний. Ну, еще говорили, что это очень загазованный участок. Да, много было жалоб. Конечно, он был удобен, это центр города, что тут говорить. Понятно, ну вот я не застал тогда, как раз до меня было. Перевели, я не согласен тоже этой площадкой. Во-первых, так и мы от мусора... Под часами, которая? Нет, которая сейчас? На старом рынке. Мы до сих пор там не очистились от мусора. Мы даже сами там проводили субботники сначала, чтобы немножко благоустроить, так и не получается там вообще. И, видимо, народ мало посещает этот рынок. И мы ищем другие варианты. А вы видели, какой там решения. Асфальт разрушенный? Я видел, как все, там бедные пенсионеры ходят за продуктами? Поэтому мне это не нравится площадка. Мы ищем другую площадку в центре города. Мы уже согласовали с Сергеем Анатольевичем Гапликом эту площадку. Это площадка между Авалоном и универмагом. Центр, ближе не бывает центра, да. Ну, был... Это там, где коми-промысловый календарь? Да, сзади этого календаря, да.
Но мы со своими фермерами договорились, давайте мы не будем позориться, купим новые палатки, выйдем туда, покажемся один-два раза, чтобы нас увидели, чтобы приняли нашу сторону. Мы там уже договорились по поводу электрических наших сетей, откуда будем брать электричество. Все было обговорено. Но, к сожалению, первая ярмарка была организована, но мы вышли опять никакие. Разношерстные у нас палатки, немножко неухоженные. Мы должны были привести в один вид. Все купить одинаковые палатки, чтобы не позориться в центре. Но не получилось с первой попытки. Мы будем дальше возвращаться к этой теме. Если все созреют, и фермеры, и власть, и мы, я думаю, мы будем пробивать именно эту площадку. Она мне больше нравится. Она, ну, самый центр уже ближе не бывает. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь и задавайте вопрос. Да, меня зовут Лариса Гавриловна, я проживаю в лесозаводе. И вы знаете, очень больно, уже который год, значит, нет выбора вообще овощей нашей продукции. Ага, Анатолий Пантелеймонович, вот так вот. Вот такой вот вопрос. Что она имеет в виду? Каких овощей? Что нет надо? наших овощей местных. Она где искала их? В лесозаводских магазинах. Лесозавод – это как раз пригород Сыктывкара. Ну, во-первых, нет картофеля, там моркови, свеклы. Наша продукция пригородная везде представлена в Сыктывкаре. Везде. У них свои фирменные магазины, у них киоски есть, маты представлены. Но надо знать, наверное, места, где их искать. Я не знаю, если вы коренной житель, ну смотрите, конечно, возле каждого двора мы не можем поставить магазины, киоски. Есть определенные точки, площадки для торговли. И я думаю, что стыдно не мне, стыдно вам, что вы не знаете этих мест. Вот есть просьба от жителей Сысольского района. Вы можете повлиять на уменьшение цен в убойных пунктах? Вот берут до 3000 рублей плюс доставка и ветсправка. Ну, тут некая коммерция, конечно, коммерческая составляющая, себестоимость убоя для крупного рогатого скота взрослый составляет 2300 рублей, себестоимость составляет, да, плюс там справка ветеринарная, там около 300 чем-то рублей, плюс свидетельство ветеринарное тоже около 500 рублей. Ну там набегает, там я думаю, что для этого бизнеса, кто держит убойный цех, остается совсем мизерная доля. То есть для пока содержания. мы не можем снизить. Мы не можем. Влиять не можем, потому что, я говорю, это бизнес. Там уже люди работают на этой площадке, они должны немножко деньги зарабатывать на содержание этих убойных пунктов. Вопрос от жителей села Краснобор Ижемского района. Снизилась субсидия на поддержку племенного животноводства со 140 рублей до 70. Будет ли пересмотрено решение? Скажу, нет, мы все возможные силы уже деньги дополнили туда. В прошлом году была серьезная федеральная поддержка. В прошлом году субсидировали на килограмм живого веса. Нам Москва давала 99 рублей. Мы дополняли свои 39 рублей, ну где-то вот 140 получалось. Нынче субсидия Москва отменила. Мы только свои субсидируем деньги. И если в прошлом году мы давали 39 рублей, мы дополнили на сегодня 70 рублей. Это именно доля нашего региона. 70 рублей – это только наши деньги? Наши деньги, да, без федеральной составляющей. Вот получилось так, что федерация убрала субсидии на покупку племенного скота. Вот сегодня появилась информация, что уже в эти выходные сельхозпредприятие Коми представит свою продукцию на продовольственной ярмарке в Москве. Это очень здорово. А вот наши телезрители спрашивают, отслеживаете ли качество продуктов у крупных сельхозпроизводителей ваше министерство? Почему такой вопрос? Потому что вот некоторые телезрители отметили, что снизилось качество мяса птицы и хлебобулочных изделий как раз у крупных предприятий. Ну, никто об этом не говорит. Мы буквально были с Черным Николаем Михайловичем, ездили в Архангельскую область, договоримся, чтобы туда поставить мясо. А у нас на сегодня много нереализованного мяса, но они с большим удовольствием согласились. Подождите, то есть мы мясо птицы уже больше производим, чем надо? Производим больше, у нас еще мясо свинин добавилось. Мы запустили свинокомплекс на полную мощность. Там у нас поголовье свиней на сегодня составляет около 30 тысяч голов на одной только площадке. И с учетом этого у нас есть увеличение производства мяса, и мы ищем другие рынки, в том числе и у наших соседей Архангельской области. Никто, по крайней мере, не жаловался. Мы частично уже туда вошли. Вообще вы отслеживаете качество? Конечно, отслеживаем. И как наше качество? Как у крупных производителей, так и у фермеров приличное? Там у наших крупных плохо быть не может. Однотипная стандартная форма, там часть автоматы делают, люди работают, там ничего не меняется абсолютно. Кормление то же самое. В чем ухудшение, я не могу сказать, в чем это выражается ухудшение. Ну, говорят, невкусно стало.
Это не объективный Я не показатель. верю этому. Я сам тоже ем, беру постоянно. Вы едите местные продукты? Конечно, мне стыдно чужую продукцию кушать. Я должен пробовать и оценивать. Анатолий Пантелеймонович, спасибо за участие в нашей программе. Вопросы, которые мы не успели озвучить, мы передаем вам и будем ждать ответа через неделю на вашем сайте. Ну а завтра будут детали дня с Егором Ильченко, а через неделю в этой студии на ваши вопросы ответит мэр НТ Лариса Титовец. Всего доброго, до встречи на Юргане.